Вот они, яркий ориентир для более молодых мастеров пера. Открывая мероприятие, приуроченное к столетнему юбилею Ингушского союза писателей, в Рио руководителя администрации главы правительства республики зачитал приветственный адрес участникам и гостям от главы региона Махмуда Али Калиматова. Труд писателя, основанный на беззаветном служении искусству, высшим человеческим идеалам, своей стране и своему народу, это достойный труд, заслуживающий глубокого уважения. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто посвятил свою жизнь служению творчеству, кто приумножает культурное наследие ингушского народа, воспитывает чувство прекрасного подрастающего поколения. Спасибо за ваш многолетний подвижнический труд, за большую просветительскую, организаторскую и воспитательную работу. За 100 лет своего существования Союз писателей пережил взлеты и падения. Шли годы, менялась власть, политическая ситуация в стране. Но Союз литераторов сохранил и пронес через все испытания свое единство. С вековым юбилеем от имени председателя Народного собрания Республики Ингушетия Магомеда Тунгоева и от всего депутатского корпуса поздравляет заместитель спикера парламента Аза Хашиева. Вот то слово, которым вы владеете, а владеете вы им искусно, я перечитала всю нашу ингушскую классику. Надо сказать, что вот именно то слово, которым вы владеете, оно очень важно. В какой-то момент именно вот это слово может тебя взбодрить, там, на какие-то подвиги сподвигнуть. Поэтому ваш труд, он очень важен. Старейшая литературная организация на Кавказе. Ее деятельность началась в апреле 1924 года, когда заведующим ингушским отделом народного образования Заурбеком Мальсаговым было учреждено литературное общество. Он же и стал его первым председателем. Из архивных документов известно, что в сентябре того же года в Махачкале Заурбек сообщил об этом на съезде Северо-Кавказской горской краеведческой ассоциации. В частности, он говорил: были сделаны записи памятников ингушского словесного творчества, всего около 20 печатных листов. Далее сообщалось, что завершается издание словаря, состоящего из 5000 слов. Готовится к печати учебная, научная и художественная литература. Итак, у истоков ингушской советской литературы стояли такие писатели, как Заурбек Мальсагов, Тембот Беков, Абдулгамид Гойгов, Ахмед Азиев, Салман Азиев и многие другие. Все успехи и народное признание есть результат самоотверженной работы мужественных, талантливых, бесконечно преданных своему делу людей, чья деятельность всегда требовала высочайшего профессионализма и ответственности. За значительный вклад в развитие ингушского языка и литературы почетной грамотой и вступительным билетом литературных деятелей награждает первый заместитель председателя Союза писателей России Геннадий Иванов. Сейчас писательская организация, несмотря на свой почтенный возраст, задышала свежим воздухом перемен. Ингушский союз писателей подарил республике и стране целую плеяду талантливых литераторов. Каждый из них самобытен и неповторим в своей творческой манере, в своем видении красоты малой родины. Это выдающиеся, знаменитые на всю страну поэты Тембот Беков, Идрис Базоркин, Салман Азиев и другие. Уверенно о себе заявляют и новые деятели искусства. Среди них поэт и переводчик Ибрагим Ваделов. Всегда это говорю, я считаю важным, и, можно сказать, даже, наверное, своей миссией познакомить не только жителей всей России с поэзией, с душой, я бы сказал, ингушской, с культурой, традициями, в которых пишут именно наши ингушские писатели и поэты. Донести это для жителей России, потому что столько таких мыслей, таких талантливых людей должны узнать не только жители Ингушетии и Кавказа, но и жители России и даже всего мира. Юбилей – это не просто празднование годовщины, это дань уважения всем тем, кто стоял у истоков образования Союза. Писатели сохраняют сегодня литературные традиции ингушского народа. В их произведениях воспевается любовь к родной земле, к матери, уважение к старшему поколению. Через слово помогают сберечь наши духовно-нравственные ценности. Амина Зязикова, Мовладгири Ахильгов, Магаз 24.